Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Федеральная трасса Р-239 Казань-Оренбург. Около 730 километров, соединяющих Республику Татарстан и Оренбургскую область. Именно здесь трагически сошлись судьбы людей двух соседних регионов. С 4 мая 2000 года при дорожной лесопосадке на 367-м километре трассы Казань-Оренбург местные жители нашли труп молодого мужчины с признаками насильственной смерти. Такие преступления почти тупиковые для расследований. По оживленной федеральной трассе ежедневно проезжают тысячи машин из самых разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура Бавлов, ближайшего к месту преступления татарстанского города, возбудила уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить опросы в населенных пунктах, придорожных заведениях, искать все возможные зацепки для восстановления картины преступления. Прежде всего нужно было установить личность погибшего. Сыщики проверили базы данных пропавших людей. Выяснилось, что Управление внутренних дел города Зеленодольска по заявлению родственников ищет внезапно исчезнувшего молодого мужчину. В морге было проведено опознание. След оказался верным. На трассе Казань-Оренбург убили 34-летнего жителя Зеленодольска Ильдуса Сабирзянова. Их называли по-разному – частники, бомбилы, дикие таксисты. В 2000-х годах частным извозом не подрабатывал разве что ленивый. В эпоху экономических реформ, во время кризисов, массовой безработицы, автомобиль для многих был единственным кормильцем. Система государственного такси канула в лету. Таксомоторные парки закрылись. Им на смену пришли неорганизованные автомобилисты без всяких разрешений и лицензий. Враждующие группировки боролись за выгодные стоянки любыми способами, вплоть до криминальных разборок. Очень часто акулы-частники отбивали друг у друга денежных клиентов, и водитель, и пассажир рисковали одинаково и никогда наверняка не знали, как закончится очередной маршрут. Погибший Ильдус Сабирзянов и его брат Радик подрабатывали частным извозом. 25 апреля 2000 года родные видели Ильдуса в последний раз. Утром он выехал с семьей из дома. Жену отвез на работу, детей в садик и школу. Потом братья ждали клиентов на обычной точке – Зеленодольском автовокзале. Ильдус сказал, что нашел клиентку для поездки в Бугульму. Позже Радик видел, как в машину брата села темноволосая невысокая полная женщина 30-35 лет, вся в сером. Затем в машину подсели двое молодых мужчин. ВАЗ-21099 выехал на Оренбургскую трассу. Между тем, сотрудники бавлинской милиции продолжали розыскные мероприятия. Они проверили данные всех КПП и стационарных постов. Угнанный ВАЗ-21099 не проезжал через переправу Сорочий город. Очевидцы смогли составить фотороботы пассажиров пропавшей 99-й. Эти портреты и свидетельские показания стали основой для поиска людей, которые могли быть причастны к убийству жителя Зеленодольска. Одна из свидетельниц, продавщица зеленодольского магазина, вспомнила круглолицую полную женщину. Покупательница зашла в магазин и предложила продавщицам купить белый оренбургский платок-паутинку за 100 рублей. Женщины разговорились. Покупательница назвалась Ритой, сказала, что из Оренбурга, скоро снова приедет в Татарстан и привезет оренбургские шали.
Потом эта женщина снова заходила в магазин с двумя парнями лет по 30, а одного из них Рита назвала мужем. Вечером они пришли в магазин в третий раз, сказали, что нашли квартиру, чтобы переночевать, и даже пригласили продавщицу Гулю в гости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники также допросили пенсионерку Валентину Петровну, у которой останавливалась Оренбургская троица. Она пояснила, что сдала квартиру на месяц. Женщина представилась Ритой. Про мужчин сказала, что это муж Роман и брат Павел. Но документов квартирная хозяйка так и не допросилась. Обещанной платы 500 рублей в месяц Валентина Петровна так и не дождалась. Утром Рита сказала, что пошла в кассу за деньгами. Потом ушли мужчины. Пенсионерка собралась на дачу, заехала на рынок и увидела там Риту, торгующую оренбургскими платками. Она снова стала обещать заплатить, но больше у Валентины Петровны эта троица не появлялась. Так в деле появился Оренбургский след. Поиск преступников продолжили сотрудники правоохранительных органов двух соседних регионов. Свидетелям по делу убитого водителя показали фототаблицы с лицами потенциальных подозреваемых, которые засветились в преступлениях в Оренбургской области. Очевидцы опознали двух человек – Риту Залилетдинову и Роберта Кадрмиева, который в Зеленодольске представлялся как Роман. Они уже разыскивались оренбургскими правоохранительными органами за ограбление сельского магазина «Вишня». 2 марта 2000 года тихое село Казанка Шарлыкского района Оренбургской области потрясло громкое преступление. Был ограблен местный магазин «Вишня». Ближе к вечеру Рита Залилетдинова зашла в магазин под видом покупательницы. Она стала выбирать товар – парфюмерию, одежду. Всего брала по несколько штук. Попросила у продавщицы коробки, чтобы сложить все, что выбрала. На вопрос другой покупательницы «Куда столько?» сказала, что готовит подарки женщинам от колхоза к 8 марта. Потом попросила еще одну коробку для продуктов к праздничному столу. Местная покупательница даже позавидовала, спросила, в каком районе находится такой богатый и заботливый колхоз. Когда посторонняя женщина вышла, Залилетдинова подала условный знак подельникам. В магазин ворвались два парня, Ежель и Кадрмиев. Один, Ежель, стоял у выхода и угрожал продавщице пистолетом. Другой, Кадрмиев, зашел за прилавок, закрыл женщине рот рукой и сказал: «Это ограбление. Будешь молчать, ничего тебе не сделаем». Затем Кадрмиев достал из своей сумки колготки и связал ей руки. Рот залепил скотчем. Нападавшие забрали коробки с товаром, потом потребовали замок и ключ от магазина и закрыли испуганную связанную продавщицу снаружи. В коробках было 16 ночных сорочек, мужские майки, несколько десятков флаконов духов, 16 пар колготок, шампуни, губная помада, краска для волос, женское платье, пара юбок, мужская толстовка. Нападавшие забрали также банки с кофе, 60 пачек сигарет, 18 бутылок пива, 8 водки. Приглянулись им и копченая скумбрия, колбаса, репчатый лук, печенье уральское, вафли Артек и даже бутылка лимонада Буратино. В общей сложности товара было похищено на сумму 6069 рублей 80 копеек. Из сумочки продавщицы прихватили еще более 1500, всю дневную выручку. Оренбургским милиционерам после ограбления магазина по горячим следам задержать злоумышленников не удалось. По фотографиям продавщицы и свидетели опознали нападавших. Это были жители Оренбургской области – Рита Залилетдинова, Роберт Кадрмиев и Сергей Ежель. При обыске у матери Риты нашли макет пистолета. Он был похож на то оружие, которым устрашали продавщицу магазина «Вишня». Грабителей объявили в розыск. К поискам Риты Залилетдиновой и Роберта Кадрмиева подключились татарстанские оперативные работники. Они вышли на след Кадрмиева и задержали его. Он написал явку с повинной и рассказал, что произошло на Оренбургской трассе. Я сам неоднократно выезжал в Оренбург, в Оренбургскую область. Проводились там многочисленные следственные действия. Вот этим и затруднялось, поскольку часть преступления была совершена именно на территории Оренбургской области, часть на нашей.
Кадырмиев и Залилетдинова познакомились на свадьбе одного из родственников Риты. Женщина уже была судима, отбыла 1 год в исправительно-трудовой колонии. Роберт только вышел из мест лишения свободы после 4-летнего заключения за хулиганство и грабеж. Он был на несколько лет младше своей новой подруги, но это не помешало их роману. Рита представляла Роберта как своего мужа. Они вместе ездили по коммерческим делам. Рита продавала оренбургские платки, занималась другими мелкими торговыми операциями. После ограбления магазина «Вишня» Залилетдинова, Кадырмиев и Ежель колесили по Татарстану. С собой они позвали Павла Ермолаева. Это был приятель Сергея Ежеля. Рита пояснила Павлу, что в Казани ей должны деньги, и он будет выполнять роль охранника. В Казань оренбургские гастролеры приехали с очередными торговыми планами. Рита сбывала в столице Татарстана детскую и женскую одежду, мужскую обувь. Нужно было где-то жить. Рита уговорила сдать ей квартиру совершенно незнакомую женщину, казанскую пенсионерку Разию Кашафовну. Аферистка, как говорится, умела втереться в доверие и обладала почти гипнотическим влиянием на людей. Что странно, до этого момента пенсионерка вообще никогда не сдавала квартиру, а тут сразу поселила Риту и 3 ее спутников. Оренбургские гости прожили в квартире Разии Кашафовны несколько дней. Потом Рита засобиралась в Москву и предложила пенсионерке привезти из столицы дешевые товары и продукты. Сказала, что потом они смогут выгодно продать их в Казани и получить огромный навар. Пожилая женщина сняла свои сбережения и заняла деньги у дочери. Позже на допросе она признавалась, что снова была как будто бы под гипнозом. Разия Кашафовна отдала Рите Залилетдиновой все, что у нее было – 4500 рублей и $100 США. Пенсионерка все-таки решила поехать с Ритой, проверить, есть ли у нее фирма. Рита привезла женщину в гостиницу «Совет» к какому-то кабинету, посадила возле двери, дала брошюрки и попросила подождать. Разия Кашафовна просидела 2 часа и поняла, что ждать больше некого и нечего. Она вернулась домой очень расстроенная, сильно плакала, стало плохо спать по ночам. Пожилая женщина напрасно надеялась на то, что постояльцы вернутся в ее квартиру. Они наняли такси и уехали в Москву. Правда, через пару дней Сергей Ежель вернулся вместе с таксистом. Потом с этим таксистом в этот же день вернулся обратно в Казань. Ехать-то больше некуда в Казань. Опять-таки к этой бабушке пришел. Бабушка была уже в расстроенных чувствах, что вот все, деньги ушли, пропали. Ну и Ежель Сергей сказал то, что не переживайте, Рита сейчас приедет. И бабушка, поверив, опять пустила его домой. Накормила, он там помылся, отдохнул. Ну и в итоге опять украл у этой бабушки деньги, другие ценные вещи и скрылся. После его отъезда у женщины из серванта пропали последние 150 рублей, которые дочка принесла на питание, так как все деньги пенсионерка отдала Рите. Исчезли и 2 золотых кольца, обручальное и ажурный перстень с рубином. От всех этих переживаний у пожилой женщины случился микроинсульт. А через несколько дней к пенсионерке Разие Кашафовне зашел таксист, который отвозил оренбургских гастролеров в столицу. Он был вызван именно по этому адресу. Таксист думал, что здесь проживает Рита и ее мать, и хотел увидеть свою пассажирку, чтобы вернуть недополученные 2000 рублей за поездку в столицу. Только тут выяснилось, что Рита не была дочерью Разии Кашафовны. Здесь не жила, и никаких ее документов пенсионерка не видела. Оказалось, что таксист и Сергей Ежель в Москве 5 часов прождали Риту с обещанными деньгами и в итоге вернулись в Казань ни с чем. Так в деле оренбургских мошенников появился очередной пострадавший – обманутый казанский таксист. Рита держалась очень уверенно в себе, уверенно говорила, умела убеждать людей и располагать к себе. То есть такая вот натуральная, колоритная мошенница. Классического образца, можно сказать. Из Москвы оренбургская троица вернулась в Казань и сразу же уехала в город Зеленодольск.
Здесь они прожили сутки у пенсионерки Валентины Петровны. Предприниматели собрались ехать в Бугульму, потом до Оренбургской области. В Зеленодольске для этой поездки они наняли частника на Красной 99-й. Это и был позже найденный мертвым Ильдус Сабирзянов. Километров через 30 пути пассажиры попросили остановиться, перекурить и передохнуть. Во время перекура решили, что вообще надо отобрать эту машину. Из багажника достали куртки, молоток в полиэтиленовом пакете. От одной из спортивных дорожных сумок отстегнули наплечный ремень. Троица поехала дальше. Впереди сидел Павел Ермолаев, сзади с водителем Кадрмиев и Залилетдинова. Стемнело, ехали долго. Через какое-то время Рита попросила остановить машину. Это был примерно 367-й километр трассы Казань-Оренбург. Якобы в этом месте они должны встретить «Газель» с товаром. Водитель Ильдус Сабирзянов сказал, что устал и пока передохнет. Он задремал на водительском кресле. Рита вышла из автомобиля, а в салоне началась схватка водителя и двух пассажиров. Машину трясло, включилась сигнализация. Роберт сзади накинул на шею водителю ремень от дорожной сумки и начал его душить. Павел стал наносить Ильдусу удары в голову молотком. Вскоре в салоне все стихло. Рита достала из багажника полиэтиленовый пакет, который надели на голову убитому, чтобы не испачкать обшивку. Роберт и Павел уволокли труп в лесопосадку подальше от дороги. Вскоре они вернулись и принесли документы водителя и техпаспорт на автомобиль. Роберт Кадрмиев сел за руль, и машина рванула в сторону Оренбургской области. Судебно-медицинская экспертиза признала основной причиной смерти удушение. К тому же у водителя были следы как минимум от 10 ударов, многочисленные тяжелые телесные повреждения, травмы, ушибы, кровоизлияние в мозг, перелом нижней челюсти. Водителя били также по животу, бокам, ногам. Кто первый решил, что водителя нужно убить? Об этом каждый из участников преступления давал свою версию. В показаниях они кивали друг на друга, настаивали на том, что убивать не собирались. Якобы просто хотели оглушить водителя, чтобы выиграть время и успеть отъехать подальше. Рита Залилетдинова в своих показаниях сообщила, что в момент убийства вышла из машины и не знала о кровавых планах своих попутчиков. Если бы она догадалась, то постаралась бы им воспрепятствовать. Но допросы ее спутников, свидетелей, говорили об ином. Идейным вдохновителем, организатором являлась женщина Залилетдинова. Под ее руководством были вот эти двое молодых парней, относительно молодых, которые действительно считали, что это достойный их лидер, достойный руководитель не только в совершении вот этих преступлений, но и по жизни. Исполняли любые ее указания. В отношении нее показания не давались ими, то есть в изобличающих и ее преступлениях. Было удивительно, что женщина смогла сплотить вокруг себя довольно здоровых, психически уже сформированных к тому времени парней. В характеристиках запрошенных в ходе следствия про Риту Залилетдинову писали: в коллективе неуживчива из-за склонности к аферам и отсутствия правдивости в характере. Хитрая, предприимчивая, завистливая. Общение с окружающими сводится к обману и интригам. То, что в этой группе лидировала она, абсолютно неудивительно. Женщина обладала богатым воображением, артистичностью, и срежиссировать то или иное преступление с помощью сожителя, который имел хороший криминальный опыт, ей не составляло труда. Около 7 часов утра троица была уже в Оренбургской области. Здесь они нашли своего знакомого Рамазана Амарова и предложили ему купить автомобиль. Сказали, что машину получили за долги. У Амарова денег не было. Все вместе поехали к знакомому Амарова Магомед Саламу Маликову в другое село. Маликов тоже отказался покупать автомобиль. Никому из местных жителей машина не приглянулась. В сельской шашлычной оренбургская троица смогла сбыть местным водителям только автомагнитолу и сигнализацию, снятые с 99-й. Несколько дней подельники пытались сбыть угнанную машину. Оренбургским гастролерам были очень нужны деньги.
В своем селе Маликов нашел автомеханика, который согласился разобрать Зеленодольскую 99-ю на запчасти за 1500 рублей. Машину перегнали к нему в гараж, и за несколько дней средства передвижения превратили в отдельные детали. Зачастую угонщики не хотели рисковать и перепродавать ворованные машины. Они старались как можно быстрее разобрать их на запчасти. Да, так меньше выгоды, но зато и намного меньше риска попасть в поле зрения правоохранительных органов. После того, как машина перестала существовать, прямо во дворе дома Роберт Кадрмиев сжег документы, водительское удостоверение и техпаспорт, которые забрали у убитого на Оренбургской трассе водителя. За несколько дней Рита Залилетдинова и Роберт Кадрмиев смогли продать почти все запчасти. 2 колеса за долги забрал Омаров. Непроданный блок цилиндров. Все, что осталось от ВАЗ-21099. Эта деталь, изъятая при обыске, стала одной из улик. У одного из жителей села изъяли и автомагнитолу с угнанной машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны все участники событий. Следователи проводили допросы, очные ставки, выясняли детали многочисленных эпизодов преступной деятельности оренбургских гастролеров. Дело относилось к категории особо важных, поэтому было принято решение максимально усилить контроль и ограничить все контакты обвиняемых. Следствие длилось практически год. Подозреваемые подавали многочисленные просьбы и ходатайства, жаловались на проблемы со здоровьем, на давление со стороны следствия, просили проведения дополнительных экспертиз и многое другое. В апреле 2001 года в Верховном суде Татарстана начался процесс по делу оренбургских гастролеров. По нескольким эпизодам – убийство водителя, ограбление магазина, мошенничество, сбыт незаконно добытого имущества – перед судом предстали 6 человек. Ее ребенок воспитывался с матерью, она ребенка фактически сама никогда и не воспитывала. Потом вот эта Залилетдинова после оглашения приговора она выкрикнула о том, что я через год все равно освобожусь. Вот это запомнилось. И взгляд ее, очень тяжелый взгляд этой женщины. И в ходе процесса 2 женщины, которые участвовали заседателями, они также вот мне говорили, что взгляд у этой женщины очень тяжелый. Невозможно его выдержать. И вот эти взрослые мужики, которые, Кадрмиев неоднократно судимый, они настолько ее, видимо, боялись и подчинялись ей. Ее взгляда им хватало, чтобы они сразу меняли показания. Максимальные сроки за все эпизоды получили убийцы с Оренбургской трассы. По совокупности преступлений Рита Залилетдинова была осуждена на 18 лет лишения свободы, Роберт Кадрмиев на 22 года, Павел Ермолаев на 15 лет и 10 месяцев. Им всем присудили конфискацию имущества и отбывание срока в исправительной колонии строгого режима. Сергей Ежель был приговорен к 8 годам лишения свободы. Участвовавшие в продаже машины Рамазан Омаров и Магомед Салам Маликов получили по году лишения свободы и штрафы. Но по амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне были освобождены от наказания. Рита Залилетдинова и Роберт Кадрмиев появятся на воле не скоро. 2 участников этой преступной оренбургской группы уже вышли на свободу. В 2007 году Сергей Ежель, в 2013 Павел Ермолаев. Они были условно-досрочно освобождены за примерное поведение и искреннее раскаяние. Вот только у трагедии в зеленодольской семье Саберзяновых нет срока давности.